Дорогие друзья, продолжаем делиться с отличным настроением из программы «Просыпайся легко». Не переключайтесь, мы продолжаем. Ну, вы все молодые, красивые, успешные, талантливые. Ребята, о чем вы мечтаете? Кто-то, наверное, когда-то мечтал выйти замуж, уже вышел. Дима, Николай, Оля, Наташа, о чем вы мечтаете? Я мечтала вообще о сцене с малых лет. Мечта сбылась. Сказать, да, и поэтому пока я вот наслаждаюсь этим моментом, тем, что я на сцене, тем, что мне аплодируют, тем, что Антон Никитич пишет песни. Там, дарит цветы. Нас, да. Море поклонников. После каждого концерта 100 человек добавляются в контакт, в Инстаграме 1000 лайков. Вот я тоже хочу добавить, когда я тоже была маленькая, вот группа Яндаш приезжала к нам в деревню. Они были кумирами, наверное. Действительно, тогда да. Ну и до сих пор, конечно. Я помню, я сидела и вообще мечтала тоже о такой большой сцене, смотрела на них, как они пели, как двигались. Это действительно прям очень мне нравилось, было как бы близко к сердцу. Ну расскажи, оформили свой успех, как ты-то попала в группу? И вот прошло уже очень много времени, и как-то так получилось то, что Антон Никитич пригласил меня на прослушивание. Прослушал, и потом прошло некоторое время, и он мне звонит и говорит: вот, Оль, я приглашаю тебя в свою группу, пока что петь сольно, потому что я еще училась в школе тогда, в 11 классе. Был вот. такой момент. Да. И я выступала на больших концертах, только в городе, за пределы не выезжала, Чебоксар. И потом, как закончила школу, как поступила в институт, меня уже взяли в основную группу. И вот мечта сбылась, теперь я тут. Первое ее выступление было в филармонии. Она только что пришла. Вот, сольный номер мы ей дали. Это в 11 классе? Да, в 11 классе. Вот, сразу же мы приняли ее. Не в 11 даже, она 10-й только 10-й заканчивала. То есть сколько лет уже ты в группе? Поэтому... Где-то 2,3 месяца примерно. А скажи честно, мечтаешь уже о сольной карьере, чтобы уйти, прийти к Анатолию, к Надежде, сказать: все, хватит, я отправляюсь в сольное плавание, я хочу быть там, как Валентина Кузнецова, как Люда Семенова, петь одна. В общем, многие давай честно. Честно скажу. Многие вообще задают этот вопрос: вот, Оль, ты уже сколько поешь, может, уже тебе пора по своему пути пойти. Вот у меня вообще нет такого желания, потому что как бы мечта моя здесь была, я как бы хочу осуществить себя, то есть реализовать себя именно в этой же группе. И желание у меня уйти. Ну смотри, это все записывается на пленку. Хорошо. Наташа тоже пришла, и я говорила ей: давай, Наташа, сольно. Нет, я хочу в ансамбле петь. Говорила Наташа? Да, всегда. Это, Я сейчас... Да, меня этому учили, меня это любовь с учебы там, в ансамбле петь. Училище культуры она закончила. А тебе как легче, в группе петь или сольно? Ну, в группе петь это веселее, знаете. Когда там стоишь, все прям вообще от души. Чувство локтя. Чувство локтя, да, чувство локтя на самом деле. А когда одна, как уже Антон Никитич и Надежда Ивановна сказали, то что песня это как бы своеобразный рассказ, который подходит мне, да. И мне как бы тоже нравится рассказывать зрителю свою историю. И вот, и так хорошо. А что должен помнить и знать артист перед выходом на сцену? Вот что он должен знать, помнить? Ваше мнение профессионалов? Может, какие-то пожелания, да, вам наставник говорит перед тем, как вы выйдете? Молитесь, может быть, перед выходом на сцену. Всегда на сцене улыбаться, держать, быть на позитиве, держать зрителя. Слова не забыть, да? Что бы ни случилось, улыбаться. Держать зрителя всегда на позитиве, что зритель радовался. Настроиться, первый настрой, уже вот настрой мы даем им, хотя бы мысленно, вот нужно собраться, настроиться. На сцену уже одной ногой наступили, уже... Да, ты уже на тебя смотрят уже. На тебя уже смотрят. Тысячи глаз на тебя Надежда Ивановна всегда настройтесь всегда. Обнимет, наверное, да? Я всегда Да. говорила, в зале сидит 1000 человек, например, да, значит, на тебя смотрят уже 2000 глаз. Вот имейте в виду. Которые, вот, начиная с головы до пяток, все Да, полностью каждый, все, абсолютно, все видит. На рентгене там все видно. Как видео. То есть артист должен быть как картинка, с ног до головы. Там и костюмы, там и настроиться на работу, там самое все, главное. А какие самые необычные подарки дарили вам на гастролях ваши поклонники? Можете что-нибудь вспомнить?
Что, совсем ничего не дарили? Ну, кроме цветов, может, своими руками что-то сделали? Да. Банку молока, может быть? Ну, было в Башкирии, вот Ирина Филиппова, она для нас вышивала вышивку, картины. Это еще помните? Я помню. Вот она подарила, она умничка, она молодец, вот до сих пор связь поддерживаем. Вот из самих таких подарков замечательных, можно сказать, вышивка на чулке. То, что своими руками, да, сделала, вложила Она всем душу. сделала, да, или только тебе? Всем. Всем, каждому участнику? Всем. Очень было приятно, конечно. Мне самой было приятно. Наташа, поклонник, принес букет из 100 роз. Да, это приятно. Ей же не 100 лет. Наверное, 100. Это любовь, это так Знак особого внимания. Знак особого. И потом уже после концерта все подходили, все фотографировались. С этим Девчонки букетом, завидовали. И самое главное, приехал на лимузине, да? Да, вот это. Потом мы да, всем да. там отдыхали. Потом еще Катя Дмитриева у нас пела, ей подарили со сцены прям вот такую игрушечную Больше, чем она, мишку. больше, чем она. Миша больше, чем она Да, Сама, да? Да, вот это тоже отрадно. Ну, таких моментов много, конечно. Если вспомнить, там и Башкирии были такие Ну, Башкирия, моменты. конечно, что подарки разные Да, дарят, но всем да, это как да, не да. сказано, Это- какой. да. Ну, Да. Ну, дарит. Дима, а что вам дарили? Мне больше всего, наверное, свои пожелания дарят ВКонтакте, в интернете. всё. Слова благодарности. Да, слова благодарности, что они очень рады. Понравился концерт, Да, понравился, ты был они ещё лучший. ждут, да. Может, такое. Всей группой вся синхронные движения большинством поклонникам нравится. Они тянутся, еще хотят видеть и слушать. Ребята, а вот вы работаете в группе, поете. Кроме этого, чем-то занимаетесь, где-то еще работаете, может быть, обучаетесь? Вот, Хобби, может, какое-то у Оль, вас есть? мама. Работаешь еще Я где-нибудь? училась, до этого училась. Училась, закончила. И да? учится она просто. Да, учусь. Но пока. Я работаю в строительной организации ООО «Мастерстрой» мастером Самояр. Вот такие талантливые мастера. Талантливый человек, талантлив во всем. Все. Наташа? Ну, я учусь заочно в ЧГПУ, ну и на декрете тоже вместе. Мгм. Тоже все Антон успеваешь. Никитич, спасибо, дает нам вот возможность, Да. несмотря на то, что мы на декрете находимся, он нам дает возможность выходить на сцену, как-то себя показывать, то есть не сидеть дома, не, Чтоб народ не забыл. домохозяйничать, да, бесконечно, а вот как-то, ну, все равно спасибо ему большое за это. И хорошо совмещать с работой. Они все Да. понимают, как Вот родители. мы Да. свой вот, гастрольный самый график, да, пытаемся вот, Подстроить, согласовать, да? подстроить, согласовать с ними, чтобы у нас не было проблем. А то одного человека нет, уже это не группа Яндаш, понимаете? Вот. У нас, чтобы был сам в комплекте все это. 6 человек, 6, 5 и 5. Где-то вот постоянно народ нас хочет видеть в полном составе. Иногда вот бывали такие моменты, вот вдвоем приедем или троем. А что вы так, вас мало? Где остальные? Вот 1000 вопросов. Я хочу добавить, у нас Яндаш не этот состав только, это ансамблевый, в ансамбле они поют. Яндаш у нас очень большой. Сколько человек? При Яндаше у нас и дуэты есть, и трио есть, и Это основной квартет. состав, так Это понимаю? ансамбль. Это ансамбль. В ансамбле. Но У вас, значит, некоторым целый хор причинам- там. По некоторым причинам они дуэтами не могут на гастроли выезжать. У них семьи, у них дети, у них работа своя. На всех концертах они не могут быть, Ну, но на они больших концертах. на больших концертах только у нас числятся, они поют. Прям у вас группа «Ласковый май», да? Несколько составов. Да нет, не один ласковый состав, май. наверное. Ласковый май это несколько составов, они в одно время вот это. То есть у вас так не ездят, да? А несколько так составов не на разных ездят. точках. Они душой всегда С с вами. нами. Да. Наш репертуар поют. Антон Никитич их обеспечивает своими песнями. Поют. У нас Саша Арсентьев тоже он у нас начинал, он теперь в ансамбле песни и пляски он работает в Чувашском государственном, но сольными номерами на наших концертах всё равно Обязательно. обязательно Да, да, приходит, мы одобряем только такие моменты. Вот дуэт у нас есть вот это Алена Хрусталева и Алина Евдокимова. Алина Евдокимова, она вообще в Урнарах живет, в Урнарах она работает художественным руководителем. Приглашаем ее там. Мы приглашаем На большие концерты, да. на большие концерты, они ждут, когда нам новые песни. Потом еще у нас Данилка, состав, кстати. малыши у нас тоже подрастают со своими детьми.
Это У нас замена, наверное, будущее, да? Будем надеяться. Скоро вас отправят на пенсию. Но еще не Другой скоро. состав у нас Надя Григорьева и Аня Можаева. И Надя Григорьева своего сына всегда берет на наши концерты. Он такие выкрутасы на сцене делает. Это весь зал встает, бывает, Артист. встает зал, Артист, да, настоящий. когда он уже выступает. Есть данные, я говорю, давайте будем развивать, Работать. работать. Если заговорили о концертах, в этом году вы, наверное, сделали концертов 7, да, за сезон? Или больше? В городе, в городе, да? В городе, да, в городе. Конкретно в городе. Больших, сольных, то есть группа Яндаш. Если не Прошло 2 месяца, вы уже второй концерт ставите. Да. Прошло еще 1,5 месяца, опять концерт. Да. Ни одна группа из чувашских групп, мне кажется, столько концертов не Да, делает, такого да, не количества побоюсь нет. Вы знаете, так у сказать. нас- Как вам это удается? Да, вы знаете, даже бывало порой день за днем чередом, то есть сегодня Да. концерт, Были такие и моменты, да. на следующий день там же опять городской концерт, и вот Да. так не получается. Мы в сборных концертах тоже участвуем, приглашают нас, но кроме этого свои большие концерты. Ну как вам это удается Радует, собрать да. 1000 человек через каждые 2 месяца? Ну вот это, что радует нас, у нас есть свой зритель, Зритель, да. который Да, да. ждут наши, которые ждут Скучают. наши концерты, Да, скучают, когда есть зрители, например, вот жители юго-западного района, они, когда в Салюте у вас концерт будет, здесь, Новоюжный, когда там На концерт, Трактором. на Трактором, Новочебоксарск, когда у нас концерт будет, Канаш, когда вот приедете к нам, или Цивильск, когда приедете, Ну, и Брессия, вот эти Да, да. районные Ну, центры тоже что охватывают. можно сказать по этому поводу? Конечно, для нас всегда отрадно, когда мы востребованы, когда зритель тянется к нам, зритель хочет услышать новые песни, вот, новых исполнителей, поэтому мы это берем всегда во внимание и стараемся, чтобы оправдать вот это самое желание зрителей и так далее где-то. Вот, поэтому мы всегда стараемся и удовлетворять их просьбу. Вот, поэтому у нас вот столько количество концертов проходит иногда. Вот, это все от востребованности. Поэтому, так, Наших зрителей тоже мы изучаем. Да. Вот то, что отрадно, вот когда наш концерт идет или новая песня, первый раз исполняем, премьера песни, сначала наш зритель внимательно слушает в зале, Да, да. тишина. Иногда вот даже с Антоном Никитичем, когда поем, неужели провал нашей песни? Вот народ тихо Вникает. слушает, вникает, Да, да. внимательно слушает все вот Каждое слово. Каждое слово слушает, а потом уже овации идут. Уже только тогда понимаешь, что эта песня пошла. И с ними тоже, с групповые песни вот делаем. Вот точно такие же моменты есть у нас. Вот на других концертах, сборных концертах я бываю, интересуюсь, смотрю, зрители, они уже с первого аккорда вместе уже темп есть там, ритм есть, они начинают танцевать, выходят, сбоку танцуют. Вот это у них вот, уже другие зрители, а у нас сначала внимательно слушают нас, а потом уже аплодисменты, вот, слова благодарности. Там, конечно, другая энергетика, у нас Да. своя энергетика. У нас своя Поэтому, да, энергетика. у каждого состава, коллектива, значит, у каждого композитора своя энергетика должна быть. Поэтому мы, возможно, отличаемся вот этим от других исполнителей и композиторов в том числе. Поэтому, ну, наша чувашская эстрада, конечно, она сейчас очень бурно развивается. Отрадно. Поэтому много исполнителей, тоже отрадно. Поэтому, а зритель сам выбирает, на кого пойти. Поэтому каждый на своем месте, я думаю, каждый работает по-своему. Вы Поэтому, тоже, вот да, на вас тоже да, на да, концертах да. смотрим. Да, С да. удовольствием я смотрю и вашу пару с Олей. Потому что Олю мы давно, Олю мы давно знаем, и она. Я забыл, Оля тоже у нас работает. Вот между я прочим, говорю, да. она же пела, Да, первые пела, шаги пела, у да. нас 2000. проходила, вот как свою дочку, как 2002 год, свой между прочим, да. воспитанник. Сколько Оля продержалась в вашей группе? Она где-то Она год, наверное, год, да? да. Год, Ага, год. она Потом я пела вышла у нас, замуж. когда Да. училась, Училась, в училище да, 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 училась, да, проходила практику, приходила к нам. Вот. И на гастролях она побывала. То есть вы всех помните, да? Каждого Конечно. участника помните? Каждый Ну, момент. хотя бы даже 2 месяца было, то помните. Да, как же, конечно, да. Ну, Надежда, вы еще такое ощущение, что в группе работаете администратором, да? Да. А, Нет, не только. Я не знаю, кем я работаю. Всем. Она, значит, Все. и
И костюмер, и гример, и администратор. И преподаватель по вокалу. Хормейстер там и так далее. Ну все, вот в одном лице. Самое главное, наверное, я нянькой работаю. И Анатолий Никитич приходит мне нянчить. Это, да, ну, И всех других она остальных. приятно, между прочим, быть самым таким. Младенцем. Да, ну вот когда вы выходите вдвоем на сцену, у вас всегда отлично подобранные костюмы. Кто их придумывает? Это вот она. Это, да. Ну, это не только моя заслуга. Мы уже столько лет на сцене работаем со специалистами. У нас свой дизайнеры есть, художник-модельер есть. Она уже, мы их на каждый концерт на свой приглашаем. Они уже смотрят, на какую песню, вот, какой фасон придумать, модель придумывают. Но мы им очень благодарны. Это ателье сценического костюма, где руководителем работает Людмила Николаевна. И Привет ей огромный, да? И привет огромный. И художник-модельер наш, незаменимая Надежда Федоровна Ильина. Мы им очень благодарны. Ребят, а праздники вместе встречаете? 8 марта, например, 23 февраля, Новый год. Ну, кроме гастролей. То есть вместе собираетесь там, накрываете стол, готовите там оливье, салаты, пироги. Конечно, обязательно. Даже вот у кого-нибудь день рождения мы сразу все сразу собираемся. Не только день рождения, мы практически каждый день вместе. Ну, да. И отдыхаем вместе, работаем вместе, отдыхаем вместе, все Гуляем вместе. вместе. Да, даже если концертов нет, мы все равно встречаемся, как-то уже скучаем друг по друге. Настолько И в мы интернете там сплотились. говорим, там общаемся, и по телефону. Ну, в общем, полное общение, полное Ну, у них- взаимопонимание. Да, у них это молодежные свои дела, они Ну, сами. мы тоже не хотим отстать от них. Уж не говори так, мы тоже молоды. Молод душой всегда. Конечно. Но если заговорили о еде, самое время посмотреть рубрику «Завтрак со звездой». Хочу представить уже очень маститого профессионала в своем деле Аллу Геннадьевну Тимофееву. Здравствуйте, Алла Геннадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Шеф-повар кафе «Мир» отеля «Мир». Итак, мы начинаем. Алла Геннадьевна, что мы сегодня будем готовить? Какое блюдо? Мы сегодня будем готовить гарнир картошку-гармошку. У нас кухня домашняя, русская. К этому гарниру мы будем готовить мясо запеченное с грибами, с сыром. И на десерт выпечку небольшую приготовим. Очень хорошо. Приступим? Да. Я буду вам помогать, поэтому вы давайте командуйте. И, значит, что мне можно начинать делать? Ну, на данный момент мы сейчас возьмем картошку, которую мы помыли в мундире. И нарезаем ее в виде веера. В виде веера. Да. Даже не чистя? Не чистя. Нет, не чистя. Вот так. Ну, если она отрезалась, ничего страшного. Я попробую. Можно, да? В виде веера. Помощник мне нужен. Так, эту галку убираем. Нет, не убираем. Вот так, да? Да. Так, хорошо. Это такое украшение, по сути, блюда будет? Да. Картошка веера. Подача очень красивая получается, необычная. Нормально получилось? Да, очень хорошо. Ну, так. Еще. Ну, мы на порцию берем картошки 3, если мелкие. Так. Это мы делаем на 2 порции. Да, это мы делаем на 2 порции. Так. Затем мы берем фольгу, Так. противень. Мы ее будем запекать? Да. Я так понял. Да. И раскладываем ее. Все это мы оставляем. Пока убираем. У нас есть грибы. Мы в данный момент взяли грибы белые, но можно взять шампиньоны, вешенки, все равно. Мы их сейчас уже отварили и будем нарезать кубиком. Кубиками? Да. То есть шинкуем, да? Шинку. Так. Ну, грибов у нас тоже достаточно много. Да. Мы эти грибы еще оставим на начинку. Мясо. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что Алла Геннадьевна у нас уже, как я говорил, с большим стажем работы.
А родилась она в городе Ядрин, Чувашской республики. Хороший город. Хороший. Да? Часто там Красивый. бываете? К сожалению, сейчас нет уже. Вы заканчивали там школу. Да. Первую среднюю общеобразовательную школу. Да. И потом решили пойти учиться на кого? На монтажника радиоаппаратуры. Вот. Выбор был достаточно, может быть, для девушки оригинальный, да? Хотя в те времена, я помню, вот эти профессии были востребованы. Да, и хорошо оплачиваемые. Да, потому что я вот помню завод Эллара тогда достаточно хорошо работал, приборно, да, и вот там требовались как раз монтажники, значит, очень много было девушек. Я там, кстати, тоже работал, вот я поэтому говорю. Но почему-то через какое-то время Алла Геннадьевна решила сменить свою профессию. Или я всегда любила готовить. Да? С детства? С детства. Тоже привила мама или папа любовь к этому процессу? Да нет. Нет? Вроде бы ни папа и ни мама, сама как-то. Серьезно, да? Да. Вот так взялась. Угу. Так, хорошо. И обжариваем. Тоже обжариваем. Идем туда, да? Ой, на кухню. Да, давайте лук еще нарежем сразу. Конечно. И обжарим. И лучок отдельно. Лучок. Мелким кубиком. Мелким кубиком. Можно вот так вот, наверное. Можно. У вас крупный получается. Да? Ну, исправимся. Это, наверное, все-таки на любителя, да? Или Ну, лучок так, чтобы... он все равно картошке добавляет вкус интересный, а без лука все равно будет он пресный. Понятно. Лучок желательно. Вообще, вот это блюдо, которое мы с вами готовим, оно вообще пользуется у вас спросом в Да. вашем кафе? Людям Да? очень нравится и подача, и сам вкус. Давайте я вам помогу. И я уж позволю себе закончить этот процесс. Хорошо. Так. Так. Ну, вроде нормально. Да. Да? Так. Сейчас мы это обжариваем все. Всё обжариваем. В масле растительном. Угу. На разогретой сковороде. Угу. Так, идем на кухню. Да. Так, стреляется. Грибы у нас практически готовы. Ну, лучок должен пожариться. Ну, мы, конечно, работаем на такой, по сути, домашней кухне. Да. Кухня небольшая, кафе «Мир». Ну, достаточно уютно, комфортно, по сути, для того, чтобы можно было показать вам процесс приготовления этого фирменного блюда кафе «Мир». Лук мы не до конца дожариваем, так как мы это все соединяем, начиняем картошечку нашу, и она будет доготавливаться у нас уже в процессе запекания. Вот такой, по сути, фарш, Да, который практически готов. да. Так. Дальше. Мы обжарили, соединили, и вы мне поможете, да? Да, зелень. Вот Да. я очень люблю укропчик. Очень полезно для здоровья, особенно мужчинам. Да. Мы его сейчас Шинкуем, да? нашинкуем, да. Мгм. Я уж не так быстро, как вы. Я вот возвращаюсь к детству. То есть вообще, что любила готовить Алла Геннадьевна в детстве и чем, может быть, радовала, удивляла своих родителей? Блинчики, Блинчики? конечно. Ну, это С традиционно. бабушкой пироги. Вот. Откуда, наверное, вся любовь. Да, я очень люблю заниматься выпечкой. Это для меня такое в моей работе самое интересное и самое такое приятное. Это козырная карта Алла Геннадьевна. Да, я очень тесто люблю. Очень хорошо. Так. Добавляем. Добавляем. Угу. У нас не будет другой зелени, да? Кроме укропчика.
Или она не нужна, другая зелень? Лучок Я такой? люблю сама петрушку, поэтому выбрала укроп, поэтому выбрала укроп. У нас с вами вкус совпадает. Да? Да. Видите как? Тоже укропчик очень люблю. Доску мы можем убрать. И Так, картофель. картофель, да. Мы его перчим. Так, стоять, солим. И начиняем нашей начинкой. А, то есть мы сюда вываливаем начинку? я так Нет, не понимаю? вываливаем. Не вываливаем. А как? Нет. Ее вот в А вот таком таким виде. образом. То есть такую как бы гармошку мы раздуваем, Да. да? И пичкаем туда на фарш. Вам, Интересно. вам горячо? Знаете, с непривычки точно. Да, с непривычки. Давайте я Я вот сама вижу, вы быстро сделаю. сам уже у вас пальцы За привычные. за эти годы, да. привычные руки к топорам, как в песне поется. Даже не обжигается ничего, да? Нет. Это уже чисто профессионально. Так. Кладем насколько войдет. Потом можно сверху эту начинку положить, если вдруг остается. Подавать как дополнительный гарнир. Вот это своего рода такие ежики получаются какие-то, да? Как пирожное. Ежики. Пирожное, да, только на гарнир. Значит, мы начинили нашу картошечку начинкой. Ее поперчили. И разложили маслице на каждую картошечку, сливочное. Можно маргарин, кто любит, можно оливковое масло. Применять можно масло любое. Мы его закрываем. И В духовку? в духовку. Ну, смотря какого размера картошка, это будет минут 25-30 запекаться. Картофель-гармошка. Берем 3 средних неочищенных картофеля, 100 грамм жареных грибов, лук репчатый 50 грамм, масло сливочное и зелень. Фаршируем и запекаем 30 минут.